Если человек недоволен своим сном, у него проблемы с засыпанием или слишком раннее пробуждение, либо ощущение с утра, что он плохо спал, то это состояние мы называем бессонницей. Есть важные дополнительные критерии. Так как человек не удовлетворен своим дневным функционированием из-за нарушенного сна, он также ощущает сонливость, раздражительность, ему трудно сосредоточиться на чем-либо и как-то взаимодействовать с другими людьми. Эти жалобы будут оценены как болезненные в том случае, когда человек плохо спит как минимум 3 раза в неделю. Если человек недоволен своим сном меньшее количество дней, то это все же не повод говорить о бессоннице. Прежде чем идти к врачу, можно сначала обратить внимание на условия своего сна и задаться вопросом, а может я сам или я сама мешаю своему сну? Если я выполняю все от себя зависящее в плане гигиены сна, но это не действует, тогда имеет смысл уже обратиться к врачу. Чаще всего ваша бессонница связана со стрессом. Произошло какое-то событие, будь то конфликтная ситуация или смена обстановки в связи, пусть будет с переездом, и человек на какое-то время теряет сон. Это так называемая острая бессонница, которая обычно заканчивается вместе со стрессовым периодом в жизни человека. Если бессонница продолжается больше 3 месяцев, мы уже говорим о хронической бессоннице. В чем коварство хронической бессонницы? В том, что за период такого страдания меняется отношение человека к своему сну. Он уже успел зациклиться на бессоннице, начал слишком беспокоиться о ней. Соответственно, время до сна уже сопряжено для него с определенной тревогой, возбуждением. Даже если человек пошел к врачу и на фоне приема лекарств он почувствовал некоторое облегчение, но уже после окончания приема этих лекарственных средств больше чем в половине случаев проблемы с бессонницей возникают вновь у человека, потому что уже сформировался иной психологический настрой на сон. Так как он придает слишком большое значение сну, то мысленно он уже может как-то катастрофизировать эту проблему. И так как я не понаслышке знаю, что у нас каждый сам себе лучший врач, то у нас люди прямиком в обход кабинета врача сразу же идут в аптеку и просят продать им что-то для сна или сами бесконтрольно употребляют то снотворное, которое им дала бабушка, соседка или еще кто-то. Когда к снотворным стоит прибегать, а когда нет? Снотворные вообще лучше использовать только по назначению врача. И большинство действенных снотворных нельзя просто вот так взять и приобрести в аптеке без рецепта врача. А те снотворные, которые не требуют рецепта, относятся обычно к препаратам лекарственных трав или же к препаратам мелатонина. Об их эффективности в принципе можно спорить. Но вот, допустим, когда сравнивали эффект валерианы с эффектом плацебо, оказалось, что на время засыпания валериана действует на 0,7% лучше, чем плацебо. То есть она не намного действеннее, чем плацебо. Хуже она вам не сделает, но и лучше будет вот только на уровне плацебо. Но эффект плацебо, конечно же, имеет место быть, его списывать со счетов нельзя. Итак, если вы провалялись до утра в постели, потому что абсолютно не могли или не хотели спать, то это еще не повод бить тревогу. Тревогу нужно бить, когда подобное случается с вами не менее чем 3 раза в неделю. Если же ситуация происходит однократно, то, скорее всего, были события, вызвавшие некое возбуждение нервной системы. Это допустимо, если встречается редко. Есть 3 основных правила для тех, кто хочет избавиться от бессонницы. Самое главное, первое правило – соблюдать режим. Второе правило – ограничивать собственную активность перед тем, как уложиться в постель. И третье, вот такое существенное правило – это перестать беспокоиться о своем сне. Если это ситуативно обусловленное нарушение сна, значит вы поменяете ситуацию, и проблемы со сном отпадают сами собой. Если проблемы с бессонницей тянутся не день и не 2, а уже больше 3 месяцев, значит, пока вы не поменяете свое отношение ко сну, то справиться с бессонницей вам будет куда сложнее. И лекарства, соответственно, не всегда вам помогут, а в каких-то случаях только навредят в плане некого психологического настроя на сон. Даже если у вас хроническая бессонница и много тревоги по этому поводу, то помните, что сон запрограммирован генетически. И если в вашей семье никто никогда не страдал редким генетическим нейродегенеративным заболеванием, связанным с бессонницей, то абсолютно лишиться сна вам не удастся, даже если вы будете стараться.